С 2022 года объемы финансирования федерального проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда значительно увеличатся. Сегодня в парламенте республики состоялось совещание по вопросам реализации данного проекта. Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время заключил соглашение на предоставление финансовой поддержки с 6 регионами. Участники совещания отметили, что вопрос об определении предельной стоимости 1 квадратного метра жилого помещения при расчете финансовой поддержки для переселения требует решения. По итогам совещания Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рекомендовали при предоставлении субсидий предусмотреть выделение отдельных лимитов и проведение отдельного конкурса для регионов, которые входят в арктическую зону. В связи с тем, что у нас транспортные расходы практически занимают половины и даже больше себестоимости строительства в арктической зоне, у нас стоимость квадратного метра в 3 раза в некоторых населенных пунктах превышает ту стоимость, которую утвердил Минстрой России. Соответственно, нам приходится софинансировать огромные средства из средств республиканского бюджета. В течение 5 лет мы должны найти 28 миллиардов рублей.